Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидобстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием 88 новых случаев новой коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. При этом необходимо обратить внимание, что на настоящий момент разная ситуация у нас в районах республики. И если в городе Якутске намечается достаточно хорошая тенденция, связанная со снижением случаев, в городе Якутске 38 случаев, к сожалению, стабильно напряженной и даже очень напряженной ситуацию я бы характеризовала в Мирнинском районе, в котором вновь выявлено за сутки 16 новых случаев. Также нельзя назвать спокойной обстановку в Тампонском районе, где выявляется уже который день достаточно большое количество случаев, это 11 случаев, и в напряжении остается ситуация в Алданском районе. Всего в целом новая коронавирусная инфекция за последние сутки была выявлена и зарегистрирована в 14 муниципальных образованиях. И если в Якутске, в Мирном, в Тампонском и в Алданском районе около исчисляется десятками, то в 8 районах других республики выявляется от 1 до 5 случаев. Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями Министерства здравоохранения республики продолжают работу как по выявлению случая, так и по лечению больных. Лабораториями за сутки проведено 2200 исследований. Всего с начала пандемии обработано 929 707 тестов. На настоящий момент необходимо обратить внимание, что мы продолжаем и выписывать больных, но количество больных на койках непосредственно у нас остается стабильным. Именно тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, в основном это граждане пожилого возраста. На 5 февраля 2021 года в республике, как мы говорили, поступила вакцина. На настоящий момент уже провакцинировано почти 25 491 человек. А на настоящий момент мы ждем поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Само по себе поступление вакцины, оно связано с маркировкой ее, так же, как и любого лекарственного препарата по правилам, действующим в Российской Федерации. Поэтому мы ждем поступления где-то в понедельник вакцины, и, соответственно, граждане все дальше будут по очереди приглашены. Поэтому дальше суточная сегодня у нас проходимость за последние сутки. Непосредственно провакцинировано 1549 человек. Проходит сегодня вакцинация у нас как в городе Якутске, так и во всех районах республики. Непосредственно 5 февраля 2021 года активно получили у нас в городе Якутске вакцину 10 387 человек. Еще раз обращаю внимание, что по записи через госуслуги и по записи напрямую через поликлиники ждем на вакцинацию людей в зависимости от того, когда запись четко определена. К сожалению, меньше всех у нас на настоящий момент провакцинировано в Ленском районе, где просто небольшими темпами идет само по себе вакцинирование, что вызывает ряд вопросов к работе, в том числе учреждения здравоохранения, а также в Чурапчинском районе. На прошлой неделе мною были приглашены для соответствующего разъяснительной работы руководители пищевых организаций Республики Саха-Якутия, перед которыми поставлена задача также первоочередного вакцинирования работников молокозавода, работников хлебзавода, птицефабрики, для того, чтобы прежде всего обеспечить и продовольственную безопасность того питания, которое мы имеем. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. А далее эфир продолжен новостями к этому часу и коротко о главных темах. Жители Алекминска столкнулись с рядом аварий на объектах ЖКХ. Происходили они в период самых экстремально низких температур.
Площадь засеянных сельскохозяйственных культур в Якутии в этом году расширится на 2000 гектаров. Виды национального парка «Ленские столбы» украсили проездную карту московской подземки «Тройка». Приобрести заповедную карту с изображением ленских столбов можно в специальных автоматах, расположенных у центральных касс московского метрополитена. Владимир Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов. Основным критерием является доверие к власти, уровень которого определяется в том числе с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития. В числе других показателей – численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. На оценку эффективности губернаторов будут влиять и уровень образования в регионе, эффективность выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи, наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Подготовка к пожароопасному сезону началась в Якутии. Сотрудники МЧС приняли участие в Совете глав администраций муниципальных образований Среднеколымского района. Всего на этой территории имеется 10 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесного пожара. По результатам совещания принято решение предусмотреть в бюджетах финансовые средства на обустройство и обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов, а также на дополнительную закупку пожарного инвентаря. Жители Алекминска столкнулись с рядом аварий на объектах ЖКХ. Происходили они в период самых экстремально низких температур. Наш корреспондент Елена Фаст о проблеме. Мы писали везде, в прокуратуру, в администрацию, куда только мы не писали. Накипело. Одним словом можно выразить возмущение жильцов, чьи дома отапливает котельная «Экогрупп». У нас чуть не заморозили, у нас переморозили батарею в подъезде. Комфорт приезжал, все это реанимировал в 11 часов вечера. Но у нас почти полдня не было воды и тепла. На улице было 52 градуса. История тянется с 2017 года, когда котельная была приобретена в собственность компании из Якутска. Терпели, ждали, дождались, возмущены жильцы. Месяц мы платим за свет. Я вот спрашивала, звонила, узнавала. Некоторые 5, 6, 8, 10 тысяч в месяц платят за свет, потому что дополнительно работают электроприборы. За что, почему мы должны платить за тепло, которое нам должны поставлять, но не поставляет Экогрупп всякими, как говорится, под благовидными, неблаговидными отговорками. Зима действительно суровая, но и в минус 50 котельная не раз вставала на ремонт, а это уже практически ЧС для жильцов. По словам директора котельной, денег на основательную подготовку нет. Только директор и проблемы здесь, а основная контора с деньгами и бухгалтером в Якутске. Я планировал купить уголь, половину угля с Ангара, а половину угля с Сунтара. Вот уже после Нового года, как бы получается, да? Но так как дорогу открывать не хотели из-за нехватки средств, мы купили весь уголь в полном объеме. Из-за этого у меня на ремонтную программу денег в полном объеме не хватило. Декабрь и январь стали испытанием для всех служб. Ой, за декабрь и январь выездов. Ну, актов составлено, наверное, около 15 выездов. Ну, тут не сосчитать, ну, выездов 30-40 точно совершали мы туда, на данные объекты. Ну, да, по аварийным. Также котельная работает неустойчиво, и вследствие этого начинает замерзать и жилищный фонд. Действительно, если бы не поддержка алекминского филиала ЖКХ, сценарий был бы более в черных красках. Жильцы настаивают, смените ресурсника, сил нет терпеть. В связи с этим в районе прошло совещание КЧС. На эти дни решено помочь с ремонтом. Кстати, очередная авария произошла прямо во время совещания. У них оборвало вал на дымососном насосе ДН-9. И до сих пор они ее устраняют. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Между тем, амгинский филиал ГУП ЖКХ начал подготовку к установке нового котла и выполнил демонтаж старого. На сегодняшний день установлена гидравлическая система и кипящий слой, проведен запуск воды. Если работа пойдет по плану, сегодня ночью будет произведен запуск. Во время этого круглосуточно работают 3 бригады в составе 14 человек аварийно-диспетчерской службы ЖКХ. За 2 часа мы демонтировали котел и начали подготовку к установке нового котла, 3-го, КСВ 1,8. То есть котел стальной водогрейный мощностью 1,8 мегаватт. В этом году летом большие планы, конечно, на эту котельную. То есть нужно капитальный ремонт провести, замена еще 2 котлов будет.
Площадь засеянных сельскохозяйственных культур в Якутии в 2021 году расширится на 2000 гектаров. Согласно информации заместителя министра сельского хозяйства региона Николая Афанасьева, в текущем году площадь составит более 49 тысяч гектаров, в то время как этот показатель в 2020 составлял 47 тысяч. Финансирование предусмотрено в размере почти 197,5 миллионов рублей. В связи с природно-климатическими условиями работы начинаются в первых числах мая месяца. Производители муки и хлебобулочных изделий региона получат финансовую поддержку на сумму более 11 миллионов рублей. Субсидия выдается по итогам конкурсного отбора. Эта мера входит в комплекс поддержки по снижению цен на продовольствие по поручению президента Владимира Путина. Субсидия компенсирует затраты на закупку зерна и реализацию годовой продукции. В общей сложности российским мукомолам и хлебопекарям направят 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Из них 2 миллиарда 900 миллионов пойдет на приобретение продовольственной пшеницы и 1 миллиард 800 миллионов на возмещение хлебопекарным предприятиям. В республику получили более 11 миллионов рублей. И в виде софинансирования с республики выделяем 1 200 000 тысяч рублей. И будем выдавать субсидии из расчета 2500 рублей на 1 тонну произведенного хлеба. С учетом того, что в течение полугода получатель субсидий обязуется не поднимать стоимость хлеба. Мы планируем примерно в течение полугода охватить около 5000 тонн хлеба на имеющие наши средства, поэтому все предприятия, которые работают в данной сфере, будь то ООО, будь то ИП, будь то акционерное общество, они могут принимать участие в конкурсе. Конкурс открытый. Коллектив Якутской городской национальной гимназии принял участие в акции, посвященной Международному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. На базе школы были организованы медицинские кабинеты, в которых сотрудники смогли пройти тест на онкомаркеры, а также УЗИ, офтальмолога и онколога. Всего медосмотр прошли 60 человек. По утверждению врачей, сдавать такие анализы необходимо 1 раз в год. При этом болезненность как симптом может проявиться уже ко 2-й или 3-й стадии заболевания. Это еще раз доказывает важность профилактики онкологии. Помимо прочего, записаться на обследование вне рамок акции можно через приложение Республиканского онкологического диспансера «Онкопоиск». Онкологические заболевания, они являются одной из причин смертности и инвалидизации населения как Российской Федерации, так и Республики Саха-Якутия. И, конечно, ранняя диагностика, выявление – это очень важная миссия на самом деле. Зимний турсезон в парке «Ленские столбы» в Якутии начнется с 21 февраля. Сейчас идет подготовка объекта. Расчищают тропу и смотровую площадку. Приступили к заготовке льда для ледовых скульптур и горок. Работники парка также измерили толщину ледового покрова для пробивки автозимника к подножию Ленских столбов. Ранее наш телеканал передавал, что в 2021 году на территории парка планируется построить модульные дома для круглогодичного пребывания туристов. Виды национального парка «Ленские столбы» украсили проездную карту московской подземки «Тройка». Такое оформление появилось благодаря совместному проекту Минприроды России и столичному метрополитену. Наш СОБКОР в столице страны Айсена Бурнашова уже приобрела заповедную карту. Все подробности в ее материале. Карта «Тройка» является основным и самым удобным способом оплаты проезда на общественном транспорте города Москвы. И если классический проездной украшает тройка белых лошадей, то тематический оформлен уникальными видами национального парка. Приобрести заповедную карту с изображением Ленских столбов можно в специальных автоматах, расположенных у центральных касс московского метрополитена. Стоит такая карта 50 рублей. И следует отметить, что вышла такая карта ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров. И срок годности стандартный, он составляет 5 лет. Карты с Ленскими столбами можно приобрести на проспекте Мира, Белорусской, площади Революции и в ряде других центральных станций. Многие жители Москвы уже стали обладателями лимитированных карт. Среди них также есть и якутяне. 10 тысяч экземпляров для Москвы – это очень мало. Я так посчитала, если разделить на все станции метро и распределить по кассам, то это на одну кассу 30 штук всего. Я отчасти почувствовала себя коллекционером, и мне очень приятно, что у меня есть такая карта. Она как будто бы напоминание мне о Якутии.
Проект начали разрабатывать еще в прошлом году в рамках развития экологического туризма. По мнению организаторов, размещение информации об уникальных заповедных территориях России на транспортных картах должно привлечь турпоток в регионы. На карте размещен QR-код, который предполагает переход на ресурс, где будет размещена как раз-таки информация о Ленских столбах и, в общем-то, о всех заповедных территориях, по которым можно погулять и посмотреть. Ну, соответственно, опять же, сделать определенный выбор с точки зрения настройки своего маршрута и путешествия по России и заповедным местам. Московская тройка с изображением Ленских столбов уже второй по счету продукт Минприроды. Ранее были выпущены карты с Катунским заповедником на фоне высокогорий Алтая. Также в рамках проекта ожидается выпуск еще 3 территорий, расположенных в Московском регионе и в Республике Бурятия. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Кикбоксеры Дальнего Востока собираются в Якутске. Начиная с сегодня и до 7 февраля в столице во Дворце спорта 50 лет Победы пройдет чемпионат и первенство ДФО. В них примут участие 6 сборных команд из Якутии, Приморья, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Сахалинской и Амурской областей. От нашего региона выступят 24 спортсмена сборной и 44 юноши и юниора. Соревнования пройдут без зрителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Прямая трансляция будет проходить на YouTube-каналах «Мой спорт» и Дворца 50 лет Победы. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.